республиканского онлайн-вебинара. Сегодня мы собрались в студии Республиканского института развития и образования в очень значимый для всех нас день. Сегодня Международный день толерантности. И, конечно, очень значимо, что именно в этот день мы проводим вместе с вами, уважаемые наши коллеги, классные руководители, кураторы учебных групп в организациях среднего профессионального образования, вебинар, который посвящен очень важной теме – как учить толерантности. Сегодня наша программа очень многообразная, но я хочу вам напомнить, что несколько лет назад ЮНЕСКО приняла декларацию, которая посвящена толерантности. Что же такое толерантность? Какие аспекты мы должны с вами осознавать именно как педагогическое сообщество? Сегодня нам важно вместе с вами рассмотреть вопросы, которые связаны именно с уважением культуры разных народов. Мы должны понимать, как ценить богатое разнообразие нашего мира, который так интересен именно благодаря тому, что каждый человек является яркой индивидуальностью. Как правильно относиться к возможностям и проявлениям самовыражения. И, конечно, мы должны говорить, что в российской культуре, в системе образования сегодня есть особое основание для нашего совместного разговора. И во многом именно наша система образования, она берет за основу именно духовно-нравственное воспитание. И сегодня, конечно, именно в этот день в образовательных организациях наши классные руководители, наши педагоги прежде всего говорят о ценностях, которые связаны с уважением каждого человека, культурной и его религиозной самобытности. И, конечно, именно в рамках различных мероприятий, это и конкурсов, и классных часов, и открытых уроков, сегодня мы говорим об взаимоуважении, о взаимопонимании, о дружбе и любви. И, конечно, очень важно, что сегодня именно вопросы толерантности – это вопросы, которые непосредственно связаны с нашей совместной деятельностью. Деятельности, которая основана сегодня на внедрении обновленной программы воспитания. А в центре нашей программы воспитания – это, конечно, формирование гражданской самоидентичности. И поэтому сегодня, конечно, мы будем говорить и о духовных ценностях, и о ценностях, которые связаны именно с гражданской позицией наших обучающихся. Мы будем говорить и о взаимоотношениях детей и родителей. И действительно, вот такая многозадачность, она определяет и особенности работы, которая сегодня является основанием именно для осознания нашего сообщества родителей, обучающихся, что наши классные руководители — это действительно педагоги с особой миссией. С миссией, которая связана прежде всего с формированием уважения и любви к друг другу. Поэтому, уважаемые коллеги, мы очень рады, что сегодня у нас такой уникальный состав. Мы сейчас попытаемся расширить наш видеозахват. И я хочу представить наших спикеров, уважаемые коллеги. Сегодня вести наш вебинар будет профессиональный модератор Анжелика Васильевна Волкова. Это руководитель нашего Центра воспитания и социализации личности. И очень важно, что с вопросом духовно-нравственного воспитания детей, путь к развитию терпимости, будет выступать отец Максим Михайлович, который является священником храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Ставкарской Исландии. К нам сегодня присоединяется Савина Юлия Анатольевна, начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Юлия Анатольевна очень важную тему будет рассматривать. Основные подходы к формированию умений обучающихся в разрешении конфликтных ситуаций. Мы очень рады, что к нам сегодня присоединилась Галина Викторовна Киселева, член президиума Национальной родительской ассоциации,
член семейного совета Республики Коми. В чем же роль педагога в формировании доброжелательности и взаимопомощи в классе? И завершать будет наш практический психолог Асташова Татьяна Анатольевна, которая является еще и заведующей отделением экстренной психологической помощи населению, который даст советы психолога, как научить детей жить в мультикультурном мире. Уважаемые коллеги, у вас есть возможность работать вместе с нами именно в контексте нашего профессионального диалога, задавать вопросы нашим коллегам в чате. И, конечно, очень важно, чтобы наш разговор, он был продолжен. Продолжен с родителями, продолжен с вашими педагогическими командами, потому что это тема, которая требует дальнейшего не только обсуждения, но и определенных профессиональных решений на уровне каждой образовательной организации. Да, это вебинар, который носит практический характер, а мы уйдем от теории. Самое главное именно это профессиональное обсуждение. Итак, коллеги, в рамках Международного дня толерантности мы начинаем онлайн-вебинар «Как учить толерантность?». И я предоставляю слово отцу Максиму для того, чтобы он нас погрузил в очень важную проблематику духовно-нравственного воспитания наших детей. Пожалуйста, уважаемый отец Максим. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогая Галина Владимировна. Благодарю за приглашение, за возможность сегодня говорить с вами о такой важной добродетели, как терпение. Вообще в любом деле исходной точкой является понимание самого Бога. Вот, верим мы в Него или не верим, и насколько искренне верим, и насколько правильно мы Его понимаем, собственно, вся жизнь, она исходя из этого и складывается. И православная вера, она именно как откровение, не как человеческий домысел, она показывает нам, что Бог сам долготерпелив. Вот так и поется: долготерпелив и многомилостив. Замечательная евангельская притча о блудном сыне, она показывает нам отношение Отца Небесного к людям, что сын уходит от него, вот он бросает родительский дом, и отец, вот, он стоит и ждет, он выходит, он смотрит на эту дорогу, он, так сказать, попускает быть воле своего нехорошего сына, он отдает ему имение, но он в него верит и ждет его возвращения, и когда сын появляется там вдали, расточив все свое имение, конечно, образ человека, который обладает изначально от сотворения различными божественными дарами, и жизнью, и здоровьем, и разными способностями. И вот он грешный, но кающийся, он возвращается к Богу, и отец его встречает. Не просто встречает, а он бежит ему навстречу. Он ему возвращает даже те дары, которые изначально он давал, возвращает перстень, то есть власть, печать над всем своим имуществом. Он велит его одеть в новую одежду. Эта одежда, это, конечно, образ такой вот души, которая теперь уже не своей праведностью, а на благодатью Христовой украшается, она предстает перед Богом. И у нас много святых, которые из глубины греха, они взошли до высот святости, преподобная Мария Египетская, преподобная Пелагия, преподобная Таисия, мученик Ванифатий и так далее. Вот, он велит ему одеть сапоги. Что такое сапоги? Сапоги – это Божья защита. То есть это обувь, которая позволяет человеку ходить по разным местам, каменистым, острым и так далее, покрытым угольями. Вот. То есть Бог все это вот совершает с человеком. Но он ждет, он долго ждет. Вот. Поэтому вера, она и нас учит. Она нас учит такому же отношению друг к другу. Да? Вот как святитель Иоанн Златоуст говорил, что если у тебя нет терпения по отношению к твоему ближнему, то как будет тебя терпеть Бог? То есть понимание того, что мы все перед Ним должники, кто-то больше, кто-то меньше, но если ты простишь своему брату, ты простишь ему его долги перед тобой, долги копеечные, конечно, по сравнению с нашими долгами перед Творцом, то и тебе простится. Вот. И апостол Павел, он говорит о том, что носите тяготы друг друга, носите тяготы, да, в церковнославянском, и так исполните закон Христов. Что это за закон? Это закон любви, это закон снисхождения, да? Что если ты силен, если ты вот в классе, в группе, в коллективе, ты ощущаешь себя вот чем-то выше других, так это значит, с тебя больше спросится.
Кому много дано, с того больше спросится. Вот. Значит, ты будь всем слугой. Ты хочешь быть первым? Прекрасно. Будь всем рабом. Так призывает Господь. Да? То есть не конкуренция, не состязательность, не тщеславие, не самохвальство, а значит, ты более обязан, ты более ответственный теперь перед всеми. И вместе с тем мы все взаимосвязаны. Вот замечательная тоже история из Ветхого Завета про 3 отроков печи Вавилонской. То есть это вот юноши, такие цветущие, и они отказываются поклониться идолу, которого ставят там золотого истукана на поле, всех велят ему кланяться, а они отказываются, потому что они чтят единого истинного Бога, ему служат. И что их тогда делают? Их царь велит бросить в раскаленную печь. И они там росой Божьей, то есть благодатью Божией, они защищаются, и они не сгорают. Они ходят посреди этого пламени, как вот под прохладным дождем. Но о чем они поют, эти отроки? Они поют о том, что праведно по нашим грехам, Господи, Ты это сотворил. То есть они себя не отделяют от грехов народа, они считают себя как бы виноватыми за всех. Да, потому что мы все друг с другом, повторюсь, неразрывно взаимосвязаны. Вот, и на этом, кстати, основана вера во Христа Спасителя. Так часто нами этот момент недопонимается, что почему Христос страдает и почему Он умирает за наши грехи. Потому что род человеческий, он как единое одеяло, как единое покрывало. Да? То есть невозможно ниточку взять и выдернуть. Ты тянешь за ниточку, и ты все равно тянешь всю ткань с собой. Поэтому каждый человек, освящающийся, он освящает собой и свое окружение. Наоборот, падающий в грех, он приносит ущерб всем окружающим людям. Вот. Что еще такое терпение? Терпение – это, конечно, перенесение скорбей. То есть не только поношение от людей, а вообще всяких скорбей. Наши бабушки, они говорили так: Бог терпел и нам велел. То есть понимание истины боговоплощения во Христе, что в Иисусе Христе Бог пришел в мир, и Он показал нам свое долготерпение, не только ожидая нас к покаянию, а вот показывая нам этот пример, что Он претерпевает крест вместо принадлежащему радости. Вот. Он учит нас тому, что мы все должны терпеть. Ведь мы видим с вами сегодня, что циркулируют такие, например, идеи эвтаназии. Вот на днях я беседовал со студентами, проводил для них лекцию, и студенты первого курса, вот они почему-то именно за этот вопрос очень активно уцепились и стали спрашивать и доказывать, да как это так, да почему же человек должен мучиться, если у него такие страдания, да надо ему помочь. И мы знаем с вами, что во многих странах это, по сути дела, уже возведено в ранг закона. У нас, слава Богу, пока нет. Действительно, без веры непонятно, зачем человеку страдать и мучиться. Он ведь уже всем насладился. Он ведь уже, так сказать, все перепробовал в жизни, поэтому надо поскорее от этой жизни отключиться, так говорят. Вот. А вера как раз и говорит: нет, еще немножко не созрел. Все сделал, детей родил, внуков увидел, в работе состоялся, а вот немножко тебе еще не хватает. А вот терпению ты еще, смирению ты еще не научился. Знаете, как вот бабушка достает пирожки из печи, говорит: подожди, вот пусть 5 минут постоят, сейчас вот их намажу, они еще пропитаются, вот немножко вот еще устоятся, вот они тогда будут вкуснее. Так же человек, вот уже вся жизнь, казалось, позади, вот еще годик, 2-3, ему надо созреть для Царства Небесного, оставить свои земные пристрастия, оставить те богатства, которые он копил, так сказать, за всю жизнь, потому что Царство Божие – это не деньги, не сокровища, это любовь, радость и мир, а Дух Святой. Вот что такое терпение. Терпение – это еще и постоянство. То есть, когда человек берется за какое-то дело, и он за это дело берется не просто потому, что оно выгодно или престижно, а он берется за него как за служение. Сегодня мы провожали ребят в армию, да, вот их провожали семьи, мы тоже их напутствовали, благословляли, они садились в автобус, отправляли. И комиссар, военный комиссар, вот он им сказал, что: ребята, если вы почувствуете, что это вот дело ваше, что вам хочется посвятить свою жизнь вооруженным силам, то вы можете уже в процессе службы, вы можете подписать контракт. Не дожидаясь потом, потому что потом сложно будет вам проходить эти комиссии, осмотры и так далее. А в процессе службы это сделать гораздо проще. Но это ведь именно служба, служение. Это не просто работа. Вот поработал, не понравилось, ушел. Ты отдаешь этому жизнь, ты действительно посвящаешь жизнь, да, педагогической деятельности, медицинской деятельности, правоохранительной деятельности. Вот. И любая служба, она всегда связана с жертвой, она всегда связана с потерями, с самоотречением, с возможностью гибели даже, да, если говорить о военных. Вот. Но в терпении ты созидаешь свою душу. И насколько это всегда красиво, насколько благородно, насколько достойно уважения, когда
человек, вот он, несмотря, скажем, на низкую зарплату, да, несмотря на, может, непонимание общества этих родных, вот он делает свое дело, потому что оно достойно того, дело достойно того, чтобы ему служить, себя отдавать. Вот это тоже, это, конечно, является добродетелью терпения. Терпение еще имеет такой аспект ожидания. Ожидание по отношению к тем или иным земным задачам. Ну, бывает, человеку, например, хочется создать семью, родить ребенка или там достичь какой-то должности. А вот не дается. Не дается, вот не получается. И Христос рассказывает замечательную притчу о вдове. Вдове, которая вот она приходит к судье и просит за нее заступиться, а судья сначала отказывает. Вот, а потом все-таки, несмотря на свою, так сказать, суровость, он смягчается просто по ее неотступности. И Господь говорит, вот вы так поступаете. То есть вы просите, просите и дастся вам, ищите, найдете, толците и отверзится вам. Потому что всякий просящий получает. Вот. Это касается и благ земных, то есть все, что необходимо нам для жизни, значит, Господь подаст. Если не дает, значит, пока не надо, и подумай над этим. Вот. Но это касается и даров духовных. То есть ведь главная цель человека — это не просто поскорее расплатиться за квартиру, допустим, или там, собрать какое-то портфолио. Самая главная цель человека — это стать святым, это уподобиться Богу. Да? Вот, например, преподобный Нил Синайский говорил: терпи скорби, потому что в них, как розы в терниях, зарождаются и созревают добродетели. То есть как розы среди сорняков, вот среди вот этих скорбей, среди вот долга терпения, ожиданий, вот, созревают твои добродетели. То есть ты уподобляешься Богу, по сути дела, вот для этого ты и живешь. Вот. Ну и дальше этот можно разговор продолжать. Я, конечно, во все тонкости сейчас не углублюсь, потому что это Евангелие, это святые отцы, это вот жизнь церковная, она на этом стоит. Церковь, она в этом непоколебима. Мы видим, что власть, она меняется иногда и не по одному разу за столетие. Вот. А церковь, она эту истину знает, и она на ней стоит. Вот. Поэтому погружайтесь в нее, читайте об этом. Молитва действительно, как Господь говорит, стяжите души ваши, то есть спасайте, созидайте души ваши терпением. Вот. Ну и в воспитании каждый педагог, каждый родитель через слова, через личный пример, через неосуждение, он в ребенке это формирует. Вот это последняя мысль, на которой я, пожалуй, закончу, это именно неосуждение. Неосуждение, потому что мы, в том числе и в уходящем году, да, мы видели примеры, когда людей выводили на митинги, ну, под предлогом каких-то вот надуманных, например, надуманных или недуманных, не наше дело, не мы следователи, да, коррупционных дел и так далее. Вот, смотри, тот проворовался, сменим режим. А я как-то пришел в школу, как раз в те времена, в те дни, и стали с ребятами об этом говорить. Я говорю, хорошо, поднимите руку вот в классе, кто ни разу, вот честно, не списывал. Не поднялась руки ни одной. Я говорю, так, простите, мы с вами коррупционеры все. Просто кому-то даны миллиарды, он там проявил свою нечестность. Ну, нам пока миллиарды не даны, нам даны чужие тетрадки рядом у соседа. Мы тут проявили, дай нам миллиарды, значит, а чем мы окажемся лучше? Вот, поэтому не суди, не будешь судить. Не суди других. Значит, и к тебе Бог тоже будет милостив. Да, благодарю вас. Спасибо, отец Максим. Действительно погрузили нас в очень серьезную проблематику духовно-нравственное воспитание. Вопросы терпимости – это вопросы, которые действительно всегда обсуждаются. Это очень тонкая материя, поэтому мы понимаем, что надо об этом говорить и с детьми, и с родителями, и затрагивать эту тему и на родительских собраниях, потому что действительно сегодня понятие терпимости, оно, к сожалению, у нас очень просто по-бытовому понимается. Это очень глубокое должно быть понимание терпения, терпимости. А мы продолжаем. Отец Максим, спасибо большое, что принимаете участие в нашем семинаре. А мы продолжаем. Юлия Анатольевна Савина сегодня работает вместе с нами. Юлия Анатольевна, спасибо, что вы нашли профессиональное время поработать вместе с нашими классными руководителями. У нас действительно подключились и 20 муниципальных образований, поэтому мы сегодня говорим о основных подходах к формированию умений обучающихся. Разрешение конфликтной ситуации. Наталья, вам слово, пожалуйста. Спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые участники. Всех тех приветствую, кто сегодня в студии, кто по ту сторону экрана. При регистрации я обратила внимание, что очень много зарегистрировано классных руководителей, педагогов из числа школ точек роста 2020-2021 года. Это тоже нам очень приятно, тоже слова вам приветствия.
Итак, уважаемые коллеги, тема нашего семинара очень актуальна, потому что на повестке дня мы рассматриваем такую важную тему. Это тема разрешения конфликтных ситуаций, тема терпимого отношения к различию другого индивида. И, конечно же, в рамках рассмотрения данной темы я отмечаю, что мы с вами живем и в многонациональной стране, и многонациональная республика. В нашей республике объединены более чем 120 национальностей. Наиболее крупные этнические группы — это русские, коми, украинцы, татары, белорусы, немцы, чуваши. Кроме того, для нашей республики характерно, что у нас в образовательных организациях Республики Коми обучается 1% детей из числа детей-мигрантов. То есть это порядка 170 детей, но это как раз дети из семей мигрантов, которые приехали из чужой страны к нам. Для нас это тоже характерно. Если судить по обращениям граждан, которые поступают в Министерство образования, то мы видим, что более 50% обращений граждан связаны с темами конфликтных ситуаций. Какие же это отношения? Это родитель-педагог, родитель-администрация, родитель-родитель, один родитель на другого родителя, родитель-дети. То есть если посмотреть, то вот такие целевые группы у нас получаются. Темы конфликтных ситуаций — это отношения в классе между детьми в силу интеллектуальных, поведенческих различий. Это отношение учителя к конкретному ребенку, отношение к ребенку с особыми образовательными потребностями и иные причины. Может, следующий слайд? Ага. Основываясь на научной литературе, а именно на аналитических и научных материалах Тамбовского государственного университета, кафедры социальной работы, сегодня толерантность подразделяется на 9 основных видов, и я бы их хотела обязательно отразить. Первое — это толерантность к другим взглядам, идеям, мнениям. То есть это интеллектуальная толерантность. Что это значит? Это значит гуманность, уважение к человеческой личности, уважение к человеку. Следующий вид толерантности — это толерантность к другому этносу, этническая. Этническое — это уважительное отношение носителя какой-либо расы к другим расам, менталитету, осознание единства, взаимосвязи различных культур. Следующий вид толерантности — это отношение к другой вере, конфессиональное. Это проявление веротерпимости. Отношение толерантности к другой культуре — это межкультурная толерантность. Смысл этой межкультурной толерантности заключается в том, что знание моего родного языка позволяет мне лучше понять знания другого народа, носителя другого, неродного языка. И здесь, конечно же, очень сильно проявляется усилие образования и воспитания в этой плоскости. Следующая толерантность — это гендерная. И сегодня, уважаемые коллеги, в силу различных причин, обстоятельств, работы, места жительства, стереотипы поведения мужчины и женщины непоследовательны и противоречивы. Сегодня мы видим и дисбаланс в семейных отношениях, что ведет к изменению представления людей о социальной роли мужчины и женщины. Мы видим, что происходит и мамы, которые очень долго нет на работе и, по сути, работают в другом месте, проживают в ином месте, и пап, которых тоже нет, да, то есть различные ситуации. Есть и семьи с неродными родителями, то есть очень большой такой спектр семей с внутренними особенностями. Но в любом случае это роли мужчины и женщины. Следующая терпимость — это медицинская. Это терпимость к другому состоянию здоровья, да, которое отличается от, скажем так, обычного, в нашем понимании, здорового человека. Это терпимость по отношению к людям, которые имеют физические либо психические недостатки. Следующее — это возрастная, терпимое отношение к людям другой возрастной категории. И классовая.
противоречия и предубеждения между богатыми и бедными городскими и сельскими поселениями и другими различиями. Почему я затронула как раз виды толерантности? Потому что, основываясь на них, и строятся, уважаемые коллеги, все наши и обращения граждан, и взаимодействие внутри класса, внутри семьи. И что же мы видим? Пожалуйста, вернитесь пока назад. Приходит, приведу конкретный пример. Приходит ребенок, новый ребенок в класс, допустим, 6. То есть он учится не в начале со всеми детьми, да, а приходит в 6 классе. И вы знаете, как бы ни было у ребенка, какой бы ни был у него уровень знаний, качественная подготовка, в любом случае у ребенка возникают определенные моменты дезадаптации. Потому что ему нужно привыкнуть и к этому месту жительства, и к этому классу, к этой новой образовательной организации, независимо от того, где он учится. И от того, как себя поведет педагог, зависит очень многое. Можно сказать: ребята, к нам пришел в класс там Ваня, да, вот такой замечательный ребенок, вот такие-то у него занятия. А можно сказать: ребята, вот к нам пришел вот Ваня, можем ли мы принять его в класс? Как вы считаете? И сразу же зарождается противоречие, да? А можем ли мы его принять, либо не можем принять ребенка? И, к сожалению, у нас бывают такие ситуации, когда, строя отношения на противопоставлении, мы попадаем и зарождаем глубинные конфликты, которые потом погасить на самом деле очень сложно. И механизмами, и мы видим, что нужно обязательно формировать механизм взаимодействия обучающихся в конфликтных ситуациях. И задача современной образовательной организации – это формирование активной толерантности индивида. Что мы под этим подразумеваем? Это как раз выработка у обучающихся общей установки на принятие других. А это именно каких? У нас есть дети с особыми образовательными потребностями. И бывали такие случаи, что один мальчик с интеллектуальными нарушениями, которые были в силу своей специфики, своего заболевания, он выразил свое положительное эмоциональное отношение так, что подошел к девочке, которая его младше, и от радости ее обнял. Но он большой мальчик, она небольшая девочка, и в результате получилось так, что как будто он ее душил, хотя на самом деле этого не было. И вы знаете, и сколько агрессии было в отношении этого ребенка, а ребенок инвалид, с инвалидностью, понимаете? И сегодня, уважаемые коллеги, очень важно формировать вот это терпимое отношение к другому, что я отличаюсь от других. Это государственная задача, потому что наша задача обязательно обучать и принимать всех. Вот. Следующая задача – это, конечно же, создание условий для равного проявления каждым обучающимся своих возможностей. Что я вкладываю в эту задачу? Это не означает, что поддержка одаренных детей. В этом контексте мы рассматриваем именно формирование классного коллектива. Именно мы рассматриваем классный коллектив в этом контексте. И здесь очень важно, чтобы у каждого ребенка в классе было свое дело, были именно общие интересы. И эти общие интересы нужно находить. Не обязательно они могут быть только в школе. Нужно смотреть, что и за пределами школы происходит, какие совместные действия объединяют ту или иную группу классного коллектива. Что стоит за этим? Может, дети вместе ходят на одну секцию, да, спортивную секцию. Вот. Может быть, какие-то другие причины. Пришел новый человек в класс, дайте ему возможность тоже проявиться. Объедините вокруг него тех детей, которые уже знают эту образовательную организацию. Потому что бывает так, ребенок пришел в новую школу, каких-то определенных особенностей не знает, либо стесняется, либо что еще возникает. У ребенка проблема. Он идет и плачет перед родителями и говорит, что у меня такие-то, такие-то проблемы. А в свою очередь педагог не видит этого.
мама, да, родитель, обращается к классному руководителю и говорит: моему ребенку не нравится ходить в школу. А учитель думает: а как это не нравится? И в результате возникает конфликт. И у нас угол помощи ребенку смещается на конфликт с родителем. Так вот, наша задача уходить от таких ситуаций и быть очень чувствительными к этим вопросам, чуткими. И в том плане, что наша задача, нужно искоренять саму ситуацию, изменять, а не направлять усилия на конфликтную ситуацию, на вот эти межличностные отношения, выяснение отношений между родителем и педагогом. Ни в коем случае этого делать нельзя. То есть, если ты хочешь изменить ситуацию, нужно на нее посмотреть несколько с более широкого ракурса, и тогда она будет меняться. Не надо только смотреть, затрагивать, вот родитель плохой, педагог плохой. Нет, смотрите шире на эту ситуацию. Кроме того, мы видим, что нужно демонстрировать детям альтернативные, позитивные формы взаимодействия в детском коллективе с целью предупреждения конфликтных ситуаций и приобретения навыков и разрешения в спорных и конфликтных ситуациях с использованием техник и инструментов медиации. И сейчас, уважаемые коллеги, у нас был направлен в образовательные организации очень хороший курс, программа интерактивных занятий, курс юного переговорщика для детей, подростков и молодежи возрастной категории 12-17 лет. В апробации на сегодняшний день заявились участвовать пока только 5 образовательных организаций Республики Коми. Уважаемые коллеги, этот курс можно реализовывать в рамках дополнительной общеразвивающей программы, то есть в рамках кружковой деятельности. Поэтому этим техникам нужно детей обязательно учить. И нам самим учиться, и детей этому учить. Кроме того, обязательно нужно работать над повышением педагогической грамотности в вопросах предупреждения и решения конфликтных ситуаций в детском коллективе. То есть самим нам нужно учиться, я уже об этом говорила. И этот прирост компетенций своих, он происходит поэтапно, постепенно. И это не означает, что если я один раз проучился на курсах, значит, я ими обладаю. Нет, это постоянное накопление в результате как и прохождения учебы, так и самостоятельной работы. И если посмотреть по составу родителей, которых мы сейчас видим на классных родительских собраниях, то это уже дети 90-х, которые подросли, и нам тоже нужно это понимать и принимать, потому что это необходимость сегодняшнего дня. И важно повышать педагогическую компетентность родителей, формируя алгоритмы решений в конфликтных ситуациях путем искоренения причин, о которых я вам тоже уже говорила. И сегодня, коллеги, наши дети ведь также учатся в школах. И мы такие же родители, бабушки, дедушки, сестры, братья, обмениваемся мнениями. Ведь, коллеги, иногда приходишь на родительское собрание, и правового просвещения родителей, именно, да, культурного, правового, педагогического, не всегда оно находит место в том направлении, которое бы хотелось. Иногда мы встречаемся с формализмом в проведении родительских собраний. А я убедительно обращаюсь к вам пересматривать эту работу. Ведь родительское собрание проходит один раз в четверть, один раз в учебную четверть. И поверьте, уважаемые педагоги, можно подготовиться доходчиво и хорошо, доступно проговаривать с родителями эти вопросы психолого-педагогических взаимоотношений в классе и не сводить их только к материальным вещам в плане поход туда-то, экскурсия, кружок, это все замечательно. Но сегодня вы посмотрите, ведь дети находятся по ту сторону экрана, которую мы не всегда можем проследить и отследить. Это интернет. И родителям сегодня важно помогать, уважаемые коллеги. И это зависит от нас с вами, каким образом, каким путем мы дальше пойдем. И поэтому развитие воспитания в образовательных организациях является сегодня ведущим направлением. И обязательно используйте ресурсы, которые есть у нас на республиканском уровне, на муниципальном, на школьном, сельских уровнях, городских. Это на базе Института развития образования действует семейный родительский клуб «Моя семья»,
Действует онлайн-курс «Родительская академия», консультативные пункты на базах образовательных организаций Республики Коми. Республиканские консультационные центры действуют. Вся помощь оказывается бесплатно абсолютно всем участникам образовательных отношений. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы те инструменты, которые сегодня есть, мы их обязательно использовали, чтобы наших детей мы воспитывали на принципах уважительного отношения друг к другу и умения разрешать конфликтные ситуации, которые, конечно, будут, но наша задача ведь, как мы выйдем из этой ситуации. Потому что когда мы переплываем, допустим, от одного материка к другому, тоже бывает и шторм, и буря, но наш корабль должен четко держать курс. Поэтому я вам всем желаю, чтобы мы всегда очень тщательно готовились к родительским собраниям и действительно их проводили на высоком профессиональном уровне, для того, чтобы родители хотели и всегда шли к нам за помощью, и чтобы мы были настоящими друзьями и соратниками в таком великом деле воспитания наших детей. Спасибо большое. Спасибо большое, Юлия Анатольевна. Да, хорошо. Отец Максим еще хочет добавить пару слов, пожалуйста. Дорогие друзья, я должен попрощаться, покинуть наше почтенное собрание. Но вот, слушая Юлию Анатольевну, я понял, что одну важную мысль я не озвучил, я хотел бы ее добавить. А мысль заключается в том, что терпение к другому человеку, как личности, которая еще идет, правда, к истине, она, конечно, не означает терпение к злу как таковому. Вера как раз и учит совершенно ясно и четко отделять зло от добра, ненавидеть зло, ненавидеть грех и вместе с тем долготерпеть каждому человеку как личности. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, воспитание — это прежде всего человеколюбие, человековедение. Слова Василия Александровича Сухомлинского, украинского советского педагога-новатора, детского писателя, созидателя педагогической системы, основанной на признании личности ребенка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы воспитания и образования. Какова же сегодня роль педагога в формировании доброжелательности и взаимопомощи в классе, нам расскажет Галина Викторовна Киселева. Пожалуйста. Спасибо, коллеги. Но я сразу хотела бы поблагодарить в первую очередь КРИРу за то, что они сегодня представляют площадку, привлекая педагогов после занятий, после уроков, казалось бы, вырывая их из основной такой постоянной деятельности, но уделяя внимание таким важным вопросам, до которых порой не доходят руки, не хватает времени. А вот здесь что-то должно родиться после таких встреч, которое заставит педагога еще раз пересмотреть свои подходы к тому, что он делает, заставить задуматься над чем-то, что-то почитать, поскольку каждый специалист обязательно ориентирует, куда можно обратиться, где можно получить информацию, и это уже замечательно. Но я сегодня выступаю в роли человека, который, казалось бы, уже давно не работает в школе, но вместе с тем в процессе школьной жизни остаешься хотя бы благодаря тому, что у меня есть внуки. А это значит, жизнь продолжается, и все, что происходит в школе, по-прежнему нас волнует. И я всегда испытываю огромное удовольствие, понимая, что за экраном находится огромное количество людей, педагогов, которые сегодня, по словам отца Максима, я их прямо записала, осознали, что это ваше дело, то, чем вы занимаетесь, посвящаете ему жизнь, а значит, дело, которое вы делаете, достойно того, чтобы его делать. Так вот, как делать так, чтобы ребенку, в первую очередь, пришедшему к вам, доверившегося вам, его доверили вам родители, такого разного ребенка вы сегодня получаете, потому что вообще люди все разные, а тот, кто пришел к вам, к учителю, сегодня ждет от вас некого чуда. А чудо заключается в том, чтобы научить ребенка жить в обществе.
потому что он пришел из семьи. И нередко бывает так, что и семья-то не очень, и в семье-то проблемы бывают. И пришел он с тем вот опытом, который может быть и нежелателен в школе. Остается учитель один на один с тем вопросом, а как сделать так, чтобы образовался коллектив. Вот сейчас Юлия Анатольевна акцент сделала как раз на такой задаче, что сделать так, чтобы родился коллектив в классе. Это обязательно. Это одна из важнейших задач, которую в первоочередном порядке решает любой учитель. Но это непростая задача. Мы всегда задаем себе вопрос, а как это сделать? Так вот, как сделать? Наверное, в первую очередь, опять-таки, возвращаясь к тому, что говорил отец Максим, я вообще очень люблю его слушать, поскольку о духовном начале поступка любого человека, тем более учителя, надо сегодня говорить как можно чаще, и грамотно это делает, конечно, священник, потому что он знает, где и что сказать. И вот слушая его, я в очередной раз подумала, как же высока все-таки миссия педагога, потому что он на многое не имеет права. Ему запрещено то, что, казалось бы, многим, ну вот хочется, он и сделал, а ему нет. Вот когда педагог выбирает свою стезю стать учителем, он фактически это осознает. Ведь не случайно, когда появляется педагог в любом коллективе, его почему-то узнают. Вот что это за такая особенность педагога? Да это как раз и есть вот та нравственность, та глубина и профессионализм, и отношение к человеку, и, конечно, к ребенку формирует определенный стиль отношений, что учителя узнают в любом обществе. Так вот, всегда, когда ребенок идет в школу, первый класс, очень волнуются родители. Они смотрят, какой учитель, они выясняют, какому учителю лучше отдать. И вот когда-то я поинтересовалась, а каким вы хотите видеть своего учителя? Вы думаете, что на первое место поставили наши родители? Я думаю, все догадаются. Слово доброта, добрый. Вот, казалось бы, профессионалом он должен быть, потому что он должен научить моего ребенка тому, всему этому. А родители где-то вот на каком-то таком на своем чутье понимают, что в первую очередь учитель должен быть добрым, он должен понять моего ребенка, он должен ему помочь войти в коллектив и научить его жить в этом коллективе так, поскольку вся остальная жизнь будет зависеть от того, какие качества сформирует в первую очередь учитель в ребенке. И далее идет повседневная жизнь в классе, и не специальный урок, не классный час, не собрание, не какие-то специальные мероприятия, без которых никак нельзя обойтись, и они очень важны и нужны. А вот эта повседневная работа во время урока, она ведь тоже воспитывает толерантность, терпимость. Я беру простой пример. Наверное, в классе так бывает, особенно в начальных классах, когда детки собираются разные, и учитель на этапе знакомства с детьми выясняет семью, выясняет особенности ребенка, здоровье его и так далее. На это уходит какой-то процесс времени. Но есть очевидные, прямо вот очевидные факты. Ребенок приходит неряшливый, явно не выспавшийся. От его одежды исходит неприятный запах. И это замечают дети. Хороший повод здесь, сейчас проявить свою педагогическую мудрость и то, что называется воспитывать терпимость. Вот не нравится мне слово толерантность. Оно какое-то искусственное для нас. Но когда учитель видит вот такого ребенка и понимает, что к нему и дети-то как-то, кто-то морщит нос, кто-то показывает пальцем, мудрый учитель обязательно подойдет к этому ребенку не один раз на уроке, приобнимет его, хотя он все тоже ощущает, и покажет, что он как раз-таки этого ребенка принимает. Мало того, он найдет возможность, за что похвалить его перед всем классом, потому что этот ребенок, уже учитель понимает, испытывает сложности, ну, может быть, ситуацию неприятную, в первую очередь в семье. Я думаю, коллеги, вы со мной согласитесь, это очень важно, когда учитель с самой такой благородной миссией направить свое внимание в первую очередь на того ребенка, которому эта помощь нужна. И все происходит
чудесным образом. Дети начинают тоже как-то относиться по-другому, поддержать его, и уже не замечают особенностей неприятных, потому что так сделал их педагог. Если мы говорим о роли педагога, то мы в первую очередь говорим, да ее просто нельзя оценить, ну, как-то каким-то просто критерием. Это самое важное, самое главное, что заложено в самом слове «учитель». Учить всему, учить своим примером, учить словами, учить поступками. Вот обращаюсь опять к маленькому такому примеру, когда ребенок не учится, фактически не делает домашние задания. Ну, какая симпатия может быть к такому ребенку учителя и к родителям в том числе. Вот я, например, вспоминаю свой такой опыт еще из своей молодой практики, когда я в отчаянии не знаю, что с ним делать. Он не делает уроки, он вообще вот расторможенный весь. Как хорошо, что рядом со мной были наставники, учителя, педагоги с большой буквы. Когда Вера Антоновна Катунина мне сказала, я не поняла, ты что так нервничаешь? У тебя есть чистый листок бумаги? Конечно, есть. Есть у тебя ручка запасная? Конечно, есть. Дай ему этот чистый листок бумаги, ручку, и пусть он весь урок работает. А ведь очень хотелось бы наказать. Вот нет у тебя тетради, сиди. Нельзя этого делать. Вот такая маленькая подсказка решила столько проблем. Во-первых, ребенок работал. Во-вторых, первый урок, второй урок. Еще эти листочки я собрала, и, безусловно, я с ними смогла потом поработать с родителями, показать, насколько это неприятно. Ведь не ребенок виноват в том, что происходит, а родители. А мы вот сейчас, только Юлия Анатольевна сказала, это очень важно работать с родителями. И еще уметь работать, не обидеть их, а показать те ошибки, которые они допускают. И понятно, что эти ошибки чреваты неприятными последствиями далее. Вот такие маленькие штрихи, секреты, когда учитель мог бы сделать сенсацию и, значит, перед всеми детьми показать, что это плохо, так делать нельзя. И знаете, какой повод дается? Потом можно дома детям рассказывать. Вот у нас есть такой Саша, который не готовится к урокам, который там грязный, от него пахнет и так далее. И родители начинают, ой, это что ж такое? А вот вообще это было бы здорово, если бы наши дети умели дома рассказать об этом Саше, о том, как он вдруг проявил себя. Учительница взяла тетрадь во время самостоятельной работы и вкупе со всеми, кого она там выбрала, 2-3 человек, тетрадочки сложила так, чтобы не было видно, чье она читает, и читает, что сделал этот Саша, какое маленькое сочинение он написал на самостоятельной работе. Ну, понятно, что он ничего не написал толком. Но учитель прямо по ходу чтения сам корректирует вот этот текст, а Саша в недоумении понимает, что это он писал, совершенно по-другому начинает воспринимать самого себя, да еще и дети говорят, о, как здорово! Вот, коллеги, в моем сегодня понимании очень важно делиться вот такими маленькими секретами, которыми делились с нами педагоги старшего поколения. Я безмерно благодарна им за то, что они подсказывали, как учиться терпению, как не срывать свою досаду, когда что-то не получается у нас при обучении детей, как сделать так, чтобы на первом месте у нас сегодня встал ребенок, человек, личность, как сделать так, чтобы он начал самого себя уважать, а уважая самого себя, он невольно будет испытывать уважение к себе от других, чтобы появлялся коллектив. Вот на эти вопросы как надо отдельно вести разговор и встречи. Знаете, вот такие специальные педагогические посиделки, когда можно передать опыт того, что, как, на какие вопросы, какие проблемы возникают у нас, особенно у молодых учителей. У нас уже не возникают давно, но есть возможность подсказать. И самая главная подсказка, вот самое главное, она содержится уже в вашем выборе жизненном. Если вы любите детей, а вы любите детей, иначе вы не пришли в школу, то вы обязательно найдете выход, как этому ребенку помочь. Как сделать так, чтобы он не уходил из школы удрученным. Это большая, страшная недоработка педагога, если ребенок уходит домой
удрученным, он может уйти усталым, он может быть недовольным собой, но не тем, что он чувствует, что учитель его не любит. Каждый ребенок должен ощущать любовь учителя. Однажды мне одна учительница сказала: вы знаете, я обыкновенный человек, и любить всех у меня просто не хватит энергии на всех. Но вот отец Максим ведь опять-таки хорошие слова сказал о том, что любовь вообще-то и долго терпит, и она такая, что ее действительно хватит на всех, лишь бы ваше сердце действительно умело любить. Так вот, очень часто сегодня слышишь слова, что современный учитель – это другой учитель. Это учитель, который душу не вкладывает, это учитель, который заинтересован в деньгах и так далее. А я всегда говорю: да не верю я этому. Такой учитель долго не продержится в школе. Такой учитель просто не захочет тратить свое время на то, чтобы работать в школе. А в школе, и опять сказал отец Максим, это ведь не работа, это дело, которому ты служишь. Учительство – это служение. Даже трудно отделить жизнь и работу. Как только у учителя появляется вот эта мысль, что я работаю, как только учитель посмел сказать, что мне некогда заниматься с вашим ребенком, я могу сразу сказать, что пожалеть надо и ребенка, и родителя, и этого учителя, потому что он не своим делом занят. Учитель должен быть тем человеком, который своим примером, своим отношением, своим терпением, вот этим толерантностью, своей выдержкой показывать в первую очередь желание помочь ребенку. И напоследок, вот сегодня я уже услышала слова, которые мне тоже очень понравились. Я обожаю Сухомлинского, я обожаю Монашвили, Макаренко. Макаренко сказал так: только живой пример воспитывает ребенка. Они слова, пусть самые хорошие слова, но не подкрепленные делом. Вот нам с вами остается только одно: делать все так, как мы хотели бы, чтобы делали наши дети. Ну и последнее. Юлия Анатольевна тоже сказала, как важно сегодня работать с родителями. Современному учителю, конечно, правда тяжело, потому что намек на то, что родители 90-х годов со всеми вытекающими последствиями, но родители все равно остаются родителями, он все равно очень хочет своему ребенку добра, он все равно о нем заботится, ну, как умеет, насколько он успевает. Конечно, на учителя ложится дополнительная нагрузка. Вот тут раз в четверть – это, конечно, обязательное собрание. Но вот о собраниях, когда говорили, я про себя подумала, как важно сегодня помочь педагогам вот эти родительские собрания вообще освободить от денежной какой-то информации, от чего-то, чего-то. Это должны быть тематические собрания, это должен быть разговор о том, как помогать ребенку становиться человеком. И вот одна из тем, как быть терпеливым и так далее, это важнейшее. Это важнейшее. Тогда у нас с вами не будет буллинга, тогда у нас не будет страшных катастроф, когда в школу идет ребенок или там в другое учебное заведение с оружием в руках, чтобы убивать. Вот, коллеги, хотим мы с вами или не хотим, но в основе всего этого стоит учитель. Я так желаю вам силы, времени, помощи, методической в том числе, времени на то, чтобы задуматься, почитать еще раз, поднять труды тех людей, которые были педагогами с большой буквы, и они сегодня остаются вот тем маяком, на который надо равняться нам, педагогам. Их имена не устаревают, их практики не устаревают. И тогда мы с вами действительно можем с чистой совестью сказать: я учитель. Вот этого я вам всем желаю. Желаю, чтобы вас любили ваши ученики. Они очень любят учителя всегда своего. Я желаю, чтобы вас обожали ваши коллеги. Уважали, потому что коллектив учительский тоже должен быть с вот этими качествами терпения, с толерантностью друг к другу. Ну а тут уже многое зависит от руководителя непосредственно учреждения, которое воспитывает вот этот коллектив. И я, конечно, желаю благодарности и поклонения от ваших родителей. Успехов вам! Спасибо большое, Галина Викторовна.
Уважаемые коллеги, я вам напоминаю, что вы можете задать вопрос нашим экспертам в чате. Не стесняйтесь, пожалуйста, мы всегда рады услышать от вас предложения, какую-то интересную информацию. Может быть, вы хотите задать вопрос, который вас уже давно волнует. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Ну что, мы продолжаем. Уважаемые коллеги, Россия – самая большая страна на Земле. Об этом знает каждый школьник. Но кто населяет нашу страну? Давайте разберем подробней. Гордостью и основой страны является ее многонациональный, многокультурный и многоэтнический народ. В России представлено более 350 национальностей коренных народов, говорящих более чем на 174 языках. По данным Министерства национальной политики Коми, в республике проживают представители 124 национальностей. По данным Управления по вопросам миграции МВД по республике Коми на 1 января 2021 года зарегистрировано 670 несовершеннолетних иностранных граждан. Большинство из них это граждане Азербайджана, Украины, Армении, Киргизии и Узбекистана. Мы все хотим, чтобы в сердцах наших детей всегда было место для добрых поступков и дружеского расположения к людям другой национальности, интерес к культуре разных народов. Как научить детей жить в мультикультурном обществе? С нами поделится своими советами Асташова Татьяна Анатольевна. Спасибо большое. Вот переключать, наверное... Да, мы можем дать. Да? Давайте, спасибо. Стрелочками, да? Да. Спасибо большое. Мне кажется, что вообще, Викторовну надо ставить в конец, потому что добавить нечего. Дождусь, когда вы выступите. Вот. Ну, честно говоря, большая часть таких хороших, важных слов была сказана, и правда нас собирает периодически Институт развития образования, и то мероприятие, которое позволяет собрать людей из абсолютно разных отраслей и вместе решать одни и те же проблемы, как раз говорит о том, что договориться можно всегда. Вот это самое важное, когда взрослые демонстрируют пример того, как можно договариваться, как можно взаимодействовать и как можно находить общие решения, несмотря на то, что мы представляем абсолютно разные, может быть, и точки зрения, и принципы, и да, решая какую-то задачу, это становится абсолютно неважным. Говоря о мультикультурализме, вот, хочется, чтобы мы говорили на одном языке. Вот, о чем это? О политике, которая направлена на сохранение и развитие в отдельно взятой стране, в мире в целом, культурных различий. Да? О сохранении различий имеется в виду, да, не сплав, когда мы все объединились и забыли, чем мы отличаемся друг от друга, а вот это богатство, содружественное сосуществование разных культур в едином пространстве. Вот это самое трудное, когда мы знаем, что мы разные, и при этом принимаем эту разность как естественную часть нашей личности. Хочется озвучить, что же такое эффективная позиция педагога в мультикультурном обществе. Да? Вот эта позиция, которая направлена на исследование, не на оценку, которая очень привычна и является порой особенностью уже такого поведения педагогического, вот, а именно исследовательская позиция, когда мы исследуем себя, исследуем другого, и взрослый становится помощью в этом исследовании. Потому что если мы не знаем себя, нам очень трудно понять и принять другого. Если мы не знаем, чем мы отличаемся, если мы не знаем, какова наша особенность нашей культуры, да, поэтому педагогу очень важно обращать внимание ребенка на то, что прежде чем принять другого, нужно научить принимать самого себя таким, какой я есть. Исследовать себя ребенок может только через какую-то обратную связь от взрослого, от сверстников, и это мы организуем на специальных занятиях. Те воспитательные мероприятия, которые правильно было озвучено, да, вот нельзя разделить воспитательную и образовательную деятельность в рамках одного класса. Мы постоянно занимаемся воспитанием. Одно наше слово порой имеет гораздо большее значение, чем целый классный час, посвященный толерантности. Но как только мы одним словом нарушили все эти действия, обидели ребенка, сразу все это зачеркивает и становится неважным. Поэтому что такое другой? Да? Это познание другого через исследовательскую позицию. То есть чем отличается исследование?
когда мы понимаем, что другой ребенок не похож на меня, и становится очень интересно, тогда какой он. Если он не такой, как я, тогда какой он. И вот эту исследовательскую позицию как раз и демонстрирует педагог. Вместе давайте поисследуем, чем же эта непохожесть, в чем она выражается, и каким образом можно поисследовать. И формирование у детей безоценочной позиции. Другой — это не хорошо, не плохо, то есть мы не ставим оценки. Другой — это просто другой. И все. И тут взрослый становится примером отношения к детям, которые отличаются поведением друг от друга, отличаются интересами, отличаются цветом волос, одеждой, которую надевает ребенок на урок. Они все отличаются, да, и вот пример отношения педагога к разным детям, которые находятся в одном классе в одно и то же время, да, как раз является примером такого терпимого отношения к тому, что происходит. Вот. И оценка на сегодня, к сожалению, чаще единственный способ выражения своего отношения, да. Но оценка, мы помним, что это субъективная позиция, это не факт. Вот очень важно научиться вместо оценки озвучивать описательную, исследовательскую позицию, вот, и обучать этому детей. Да, вместо того, чтобы сказать, он поступил плохо, озвучивать факты, что случилось, что сделал он, что сделал ты. Да, давай поисследуем, что же произошло на самом деле. Вот. И сегодня, к сожалению, мы еще не озвучили один аспект, который сегодня очень важен, да, сеть. Вот интернет как инструмент провокаций, особенно межнациональных провокаций, которые происходят, и дети, к сожалению, очень рано включаются в эту информацию, которая в силу незрелой детской психики не всегда им доступна содержательно, но вот то, что внешне происходит, да, они очень быстро к этому подключаются. Вот российская газета пишет о том, что люди уже научились распознавать фейки, но сегодня уже этого мало. Каждые 83 секунды, по данным Фонда развития интернета, сеть рождает хейт, то есть какую-то ненависть в каком-то виде. Да? И дальше что происходит? На этом хейте рождается хайп. Вот это та речь, которая сегодня используется нашими детьми. Да? Что такое хайп? Это когда вот эту ненависть используют в качестве саморекламы. Да? То есть люди, которые получают какую-то обратную связь, используя негативное отношение к другим. Вот. И бессмысленно, бессодержательно использовать данный сленг. Да? Нужно понимать, что вы говорите, что в это вкладывается и к чему это может привести. Вот. Как противостоять, как учить детей противостоять вот этой политике ненависти, да? Игнорировать, научить их банить, научить их обращаться ко взрослым, которые имеют возможность что-то с этим сделать, да? И давать максимально безэмоциональный ответ. Да? Любые эмоции рождают обратную связь, ответную реакцию. Поэтому эмоции — это заведомо проигрыш, когда дети начинают реагировать на какие-то высказывания в сети и включаются сами эмоционально в эту ситуацию и тоже становятся жертвами. Да, вот наша задача — обезопасить детей, научить их вести себя правильно в этом. Что еще включается в профилактику межкультурной стигматизации? Это работа с семьей, которая, мне кажется, что вот самое важное, да, что рождает отношение ребенка вообще к другим людям. Работа с семьей и с детьми вместе и работа с учащимися. Вот с семьей, кратко, только то, что мне кажется наиболее важным, да, это вот проведение отдельных мероприятий в рамках родительских собраний, в рамках родительских встреч каких-то, да, таких вещей, где будет обсуждаться вообще то, что происходит в семье. И это вот особое такое умение учителя — создать такую доверительную обстановку, где родители будут рассказывать о том, что происходит на самом деле, а не рисовать красивую картинку о том, что дома у меня все хорошо, это у вас там все плохо. Вот. Очень непросто создать доверительную атмосферу, вот это наша задача. Работать с семьей и с детьми, когда мы объединяем и показываем вот эту межкультурное богатство. Вот я видела такой пример, когда есть ярмарки семейных традиций, когда делятся в рамках школы семейными традициями, и это было удивительное мероприятие. И праздник кухни мира, когда семья представляет свою национальность через кухни, вот, и дети
очень любят есть, и это так их объединяет, когда ничего говорить не надо, они просто все довольны проводить время вместе, они понимают, что они различны и получают удовольствие от этого различия. Вот, то есть какие-то конкретные мероприятия, которые направлены на то, чтобы не просто обсуждать, а действовать. Вот. И работа с самими учащимися — это, конечно, и проект о мультикультурном обществе, о ценности мультикультурного общества для каждого. Это коммуникация, когда дети разных классов коммуницируют, когда есть шефство, есть наставничество, когда есть какие-то взаимодействия. Вот. У нас есть замечательный Дом дружбы народов, где просто, мне кажется, проводить классные часы можно там, исследуя все национальности по очереди. Вот. Ну и что такое самосознание? Да? Это, во-первых, чувство принадлежности к своему народу, это чувство принадлежности к многонациональному российскому обществу и чувство принадлежности к мировому сообществу. Это все включено в единую личность ребенка, когда он представляет собой и гражданина Республики Коми, и гражданина России, и гражданина мира. Да, и вот потихонечку с детского сада мы включаем какие-то занятия на формирование вот этого самосознания гражданского. Да? Не хочет листать дальше. Вот. Возможности, да, тут я озвучила, что и в начальных классах, и в средних, и у старшеклассников. Единственное, что мы понимаем, что есть возрастные различия, и мы по-разному на эту тему говорим. Вот. И тоже хочется привести пример, когда учитель литературы, понимая прекрасно, что у него есть программа обучения детей, ему важно освоить эту программу, она дала детям все-таки непрограммное произведение и оставила такое впечатление в душе всех детей, всего класса, когда они, плача, рассказывали про произведение Елены Кучеренко «Жизнь и смерть двух уродов». Вот. Это как раз про то, насколько наши дети чувствительны и насколько этот возраст детский сенситивен как раз для формирования вообще терпимости к другим людям. И когда педагоги понимают, насколько важно об этом говорить, это, конечно, замечательно. Вот. Ну и я считаю, что вот мы взаимодействуем, и я уверена, что результат взаимодействия — это в командной работе, да, посмотрите, как у вас проходят педагогические советы, да, насколько там толерантная, терпимая обстановка, насколько дружественно вы относитесь к тем проблемам, которые вместе решаете, да, вовлекаются ли родители как участники процесса. Вот. И в целом я считаю, что только командой мы можем решить задачи формирования именно межкультурного общества. Спасибо. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Ну а в завершение, уважаемые коллеги, вспомним, в словаре Ожегова доброта — это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. Нужно оглянуться по сторонам и найти, кому нужна наша помощь, кому можно протянуть руку и сказать доброе слово. Мы все частичка этой жизни. Станем лучше мы, станет лучше жизнь. Добро, гуманизм, милосердие, смысл жизни — это ценности, о которых можно говорить бесконечно. Есть люди, которые говорят, а есть люди, которые делают. Результаты скажут сами за себя. Порой педагоги в ситуации, когда ребенку необходима помощь. Часто нужно время для того, чтобы понять, как правильно и корректно организовать помощь несовершеннолетнему. И вот включите, пожалуйста, Александр Михайлович, следующий слайд. Обратите внимание, в этом случае есть возможность обратиться к психологам за консультацией в службу скорой социальной помощи Республики Коми. Здесь представлены номера. Также здесь представлен номер детского телефона доверия с единым общероссийским номером. Обращения здесь принимаются анонимно и круглосуточно. Также, следующий слайд, вы можете порекомендовать родителям обратиться за помощью в консультационный центр Коми Республиканского института развития образования. Уважаемые коллеги, я благодарю за выступление всех наших экспертов, благодарю Бадаеву Ларису Владимировну за подготовку данного вебинара. И также хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за участие в нашем вебинаре.
И хочу вам напомнить, что следующая встреча для классных руководителей учреждений среднего профессионального образования состоится 25 ноября 16 часов. Тема для обсуждения: причины и профилактика самовольных уходов детей из дома и общежитий учреждений среднего профессионального образования. Если у вас есть вопросы, вы можете сейчас их задать. Мы видим, что вы все благодарны нашим экспертам за их доклады, за их выступления. Мы очень рады, что вам понравилось, и вы получили, значит, те необходимые знания, которые нужны вам в организации данной работы. Ну что ж, вопросов нет, все вы благодарите, пишите спасибо, и вам большое спасибо. До свидания, до встречи 25 ноября. Берегите себя и близких, терпения всем нам и мудрости.